Когда в Таджикистане сменится власть? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, пойдет ли Душанбе по следам Нурсултана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Таджикистан все больше приближается к историческому моменту, когда будет решаться дальнейшая судьба политического режима. Дискуссии хоть и не горячие, но в основном разворачиваются вокруг выбора будущего президента. Вернее, споры идут о том, кто же из членов семьи нынешнего президента взойдет на трон. Нет, я не сказал бы, что это неожиданно. Я предполагал это. На поверхность всплывает имя Рустама Эмомали, сына действующего президента. В первую очередь это связано с внесенными в 2016 году под него конституционными изменениями. В таджикском сегменте всемирной паутины и СМИ часть политологов и экспертов старается убедить друг друга в том, что все уже предрешено и не стоит ожидать предвыборных интриг или поствыборных сюрпризов. Основная масса населения республики и сторонние наблюдатели также уверены в этом. Внесенные изменения в Конституцию Республики защитят Рахмона и его сына от форс-мажорных обстоятельств, полагают знающие политическую кухню Таджикистана люди. Если с одним из них что-то пойдет не так, то другой встанет у руля, считает один из сотрудников Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, попросивших не упоминать его имени. Действительно, многие следящие за ситуацией в этой бывшей Советской Республике наблюдатели уверены в том, что Рахмон уступит место сыну. О подобном сценарии свидетельствуют не только поправки в Конституцию, но и тот факт, что за короткие сроки Рустама перемещали по восходящей в разные структуры власти, видимо, для приобретения практических управленческих навыков и опыта работы. За короткий срок он начал молниеносное восхождение по карьерной лестнице. А за кого вы будете голосовать на выборах? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Лично у меня, как сказать, отношение к этому нейтральное. Для меня такой особой разницы нету. Дело в том, что параллельно с Рустамом на местный Олимп поднимется и одна из дочерей Рахмона, Азода Рахмон, которая ныне руководит аппаратом президента Таджикистана, своего отца. Азода, как и Рустам, сделала стремительную карьеру, однако в глазах подавляющего большинства таджикистанцев Азода менее привлекательна в роли президента, чем Рустам. Подавляющее пророссийское настроение населения республики вполне прагматично высказывает предположение о том, что Азода, возможно, будет ориентирована на США. Пока еще непонятно, кто из Рахмонов будет у власти, и они ли вообще там будут. Ведь сейчас нарастает напряженность вокруг них, всплывают тайные дела и интриги, кто-то заинтересован в том, чтобы это семейство потеряло власть. Таким образом, хотя и перечисляют Таджикистан к странам, не имеющим опыта высокой степени политической конкуренции, от которой не стоит ждать политических интриг, он может преподнести интересные сюрпризы, и никто на сегодняшний день не может сказать наверняка, какую партию будет играть Эмомали Рахмон. А как вы считаете? Обязательно напишите нам в комментарии, кто будет следующим президентом Таджикистана. Только в соответствии нового закона принятого лидер нации, как новый институт государственной власти, стоит над президентом, и его рекомендации и советы имеют обязательный характер. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Все подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!